Падмашри Аллу Рамалингая представляет. Производство кинокомпания Гита Артс. Запретное желание. Когда весь мир был погружен во тьму невежества, Индия освещала его светом своих духовных знаний. Хранилищем верований индийцев, их философии и знаний были храмы. Они пережили немало нападений. Кумбаконом, Араконом, Мадурай, Самнат, Варанаси, Арагулу, Махабалипуром, Пури, Хампи, Липакшми. Не один и не два было разрушено множество храмов от Кашмира до Каньякумари. Все это произошло еще до обретения Конституции. Но и после провозглашения независимости наши храмы не защищены от атак. Живой пример этому — нападение на Акшардам. Террористов, напавших на Акшардам, надо разорвать на куски. Да. Спокойно, спокойно, спокойно. Из-за этого спокойствия мы уже потеряли храмы в Рамджанамабхуми и Самнатхи. Если вы так и будете ждать, призывая к спокойствию, скоро оставшиеся 138 святилищ Индии вы сможете увидеть только на почтовых марках. Многие политики берут храмы под защиту. Они себя не могут защитить. Где им взять время на храмы? И что нам теперь делать? Раньше в каждом регионе были воины, охранявшие храм. Мы должны воспитать своих воинов. Что вы хотите сказать? Воины, которые будут охранять храм ценой своей жизни, а если потребуется, и заберут чью-то жизнь, чтобы защитить его. Они должны в совершенстве владеть боевыми искусствами. Но где мы найдем добровольцев, готовых отдать свою жизнь, чтобы защищать храм? Мы здесь! Кто спрашивал о добровольцах? Смотрите, сколько их. Но нам нужен учитель, который будет обучать их боевым искусствам. Где нам взять его? Лишь один человек в Индии знает все традиционные боевые искусства. В Гималайских горах, где сливаются энергии Рудры, Карны, Вишну и Девы, находится Такшасила, школа боевых искусств, сохранившаяся со времен Средневековья. Он там. Он принял обет безбрачия. И несмотря на то, что ему уже 70 лет, он одной рукой может уложить 100 человек. Он каждый день молится святому Бадринатху. Его имя Бхишма Нараян. Как нам встретиться с ним? Защищайте закон, и закон защитит вас. Всем боевым искусствам, которые я знаю, я обучу этих детей.
Прочитайте мне гимн, которому я вас учил. Shiro Danvat Pradese, Pradese, Pradese. Shiro Danvat Pradese, Suchimani, Suchimani. Это самый трудный гимн. Мне самому понадобился месяц, чтобы его выучить. Мама! Учитель, прошу, простите нас. Мы просто пастухи. Мы не должны петь этих гимнов. Мой сын никогда меня не слушает. Если мы совершили ошибку, простите. Ошибку? Мои ученики учили этот гимн несколько недель и не смогли повторить его. Но он услышал его лишь однажды и запомнил все до последнего слова. Он необычный ребенок. Пришлите ко мне вашего сына. Он станет таким же могущественным, как Сударшан в руках Господа Вишну. С сегодняшнего дня ты воин нашего клана. В фильме снимались Пракаш Радж, Таманна Бхатия, Келли Дорджи, Ашвини Кальсекар, Брахманандам и другие. Бадри, он старше и опытнее тебя. Сможешь победить его? Я смогу победить его не только на земле или в воде, учитель. Если разрешите, я сражусь с ним в небе. В главной роли Аллу Арджун. Продюсер,
Аллу Аравинд. Автор сценария и режиссер Винаек. В Индии нет языка, который был бы им незнаком. Они знают любое ремесло. Каждый из них способен убить 100 человек без всякого оружия. Боевое искусство, которым мы владеем... Боевое искусство, которым мы владеем, мы не используем ради своих целей или целей своей семьи. Мы будем защищать священные места и их реликвии. Мы готовы пожертвовать своей жизнью ради этого. Мы будем служить своей вере и уважать веру других. Мы будем служить своей вере и уважать веру других. А теперь выберите храм, который вы будете защищать. Рамандирта. Каси, учитель. Ситарам. Амарнатх, учитель. Бадри. Бадринатх. Бадринатх. Самый великий храм, священное место, где впервые бог Вишну ступил на землю, и где он произнес первые 8 слогов священного гимна. ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇది గోరా బదరి వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి ఈ కొండపై మాగండగా ఆ విష్ణు పాదమే వెలసింది వేదాలనే విభజించిన శ్రీ వ్యాసపీఠమై విరిసింది అలకనంద జల సంగీతం శ్రీహరి నామం ఉష్ణకుండ జలధారలలో హరిభక్తుల స్నానం జ్ఞానం మోక్షం వసగే వైకుంఠం ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రాబడరి వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి बद्रीनाथ जय बोलो जय बोलो बद्रीनाथ जय बोलो హరిపాదం అడుగున గంగా కలిపాపం తనుకడ గంగా హరిపాదం అడుగున గంగా కలిపాపం తనుకడ గంగా కరులే కరలేని విరచానదీల దిగి రాగా కరల కనిపించే జలధార సరస్వతి పొంగ సుడులు తిరిగి బడిగ ఉరుకులెత్తగా చెడులు కడిగి పుణ్య ఫలము నెవ్వగ శృతులు కృతులు జతులు గతులు చెలరేగా ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రాబడరి వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి కర్మలకే బ్రహ్మ కపాలం జన్మలకే పాప వినాశం కర్మలకే బ్రహ్మ కపాలం జన్మలకే పాప వినాశం వ్యాసం ఇతిహాసం ఆ వ్యాసుడు ప్రవచించంగా ఖండం గణపతిదై కురు చరితము విరచించంగా యజుస్సామరు అథర్వ శాఖలుగా ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రాబడరి
వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి ఈ కొండపై మాగండగా ఆ విష్ణు పాదమే వెలసింది వేదాలనే విభజించిన శ్రీ వ్యాసపీఠమై విరిసింది అరకనంద జల సంగీతం శ్రీహరి నామం ఉష్ణకుండ జలధారలలో హరిభక్తుల స్నానం జ్ఞానం మోక్షం వసగే వైకుంఠం ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రాబడని హరి వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి Дедушка, дедушка! Дедушка! Есть тут где-нибудь больница? Здесь повсюду лес. Даже мобильный сигнал не ловится. Говорил я ему, не ездите в Бадринат. Останьтесь в Беларе, но он и слушать меня не захотел. Отсюда и тело не так просто вывести. Замолчи! Вы никогда не слушаете меня. Релиз специально подготовлен для bwtorrents.ru. Дедушка! Дедушка! Баба, что случилось? Мой дедушка вдруг потерял сознание. Я не знаю, что делать. Отойдите. Кто ты такой? У моего дедушки и так больные легкие. Зачем ты принес землю? Помолчи, это земля со священной горы Нараяна. Разойдитесь. Дайте пройти. Бадри, подойди сюда. Бадри, накажи ее! Стой. Господин, моя внучка не верит в Бога, но умоляю, не убивайте ее. Бадри, спаси эту девушку. Спаси ее.
Я уж было подумал, что ей конец, но она вернулась в целости и сохранности. Алакананда, Бадри, Гуруджи. она не верит в Бога, поэтому она не должна находиться в этом священном месте. Отошли ее прочь. Но в наказание за то, что она погасила священный огонь, она должна зажечь 100 тысяч светильников. 100 тысяч! О, Аллах! Бог дал нам рот, чтобы есть, когда мы голодны, и зевать, когда мы хотим спать, а не для того, чтобы задувать лампы в храмах. Замолчи. Никогда вы меня не слушаете. А вы что здесь делаете? Наказание было дано только для девушки. В крикет никогда не играют в одиночку. Обеды в хорошем отеле готовит не один повар, и в храме служит не один священник, а 10 или 15. Верно? Или я не прав? А что ты на меня так смотришь? Думаю, если тебя тоже сбросить в реку, спасать будет один человек или целая толпа. Алакананда, ты должна сделать это сама, давай быстрее. Я и делаю. Опять погасли. Она так до скончания века не закончит. Она всего одну лампу задула, сказали бы ей зажечь одну, ну 10, даже 100. Но кто может зажечь 100 тысяч? Я не понимаю. Тихо. Ладно. Зажигай светильник своей верой, тогда он не погаснет. Иначе его опять задует ветер. Как это можно зажечь светильник верой? Прочти 8 слогов священного гимна и зажигай, тогда он будет гореть. Что? Она и так должна зажечь 100 тысяч свечей. А ты еще хочешь, чтобы она прочитала гимн 100 тысяч раз? Именно так. Это никогда не закончится. Сейчас я зажгу его. Смотри. Смотри, сработало. Нравится тебе это или нет, но придется читать гимны. Послушай меня хотя бы раз. Давай. Не буди ее. Пусть проведет хотя бы одну ночь в Божьей обители. Почему она так зла на Бога? Когда она была еще маленькой, ее мать пошла помолиться священному огню. Повяжи эту священную нить, и Бог всегда будет с тобой. Помогите! Лакшми, Помогите! Мама! Мама! Папа! Прямо у нее на глазах ее родители погибли в храмовом огне. И Алакананда потеряла веру в Бога. тогда зачем вы привезли ее в это священное место? Ее жизнь в опасности. Саркар приезжает. Мама, число людей, убитых отцом и умерших из-за него, достигло 98 вместе с ним. Саркар сейчас в Дели. Зайдите ко мне после завершения всех ритуалов.
Уже поздно, унесите тело. Да, мадам. 1 минуту. Один человек очень помог моему мужу, когда он был жив. Он писал в своем дневнике не кремировать его до приезда этого человека. Я сообщила ему по телефону, он скоро должен приехать. И кто этот человек? Господин Найду. Дедушка нездоров, поэтому я приехала вместо него. Побрызгайте его святой водой, мадам. Зачем? Он оживет, если я это сделаю. Терпеть не могу эти глупости. Лучше подумай о будущем своих детей. Не узнаешь меня? Я твоя тетя по отцовской линии. Сейчас я жена Саркара, который правит этим штатом. Называй меня тетей, мой брат, то есть твой отец, будет рад это слышать. Ты объявляешь себя дочерью Джиди Найду, который спас так много жизней. И тебе не стыдно говорить, что ты замужем за этим убийцей? В тот день, когда ты переступила порог дома против воли моего деда, ты перестала быть частью нашей семьи. Я никогда не хотела ни видеть тебя, ни разговаривать с тобой. Никогда. И пока я жива, я никогда не назову тебя своей тетей. Поднимайся. Кто вы такие? Что все это значит? Эй, старик, ты знаешь, кто я такой? Я единственный сын твоей единственной дочери. Моя мать говорила, чтобы я никогда не смотрел на тебя и твое имущество. Мой отец и я очень уважаем ее. А твоя внучка прилюдно оскорбила ее. Я готов был убить ее на том самом месте. Но моя мать остановила меня, поэтому она все еще жива. Но это ненадолго. Я убью ее. Слышишь? Убью. Собственными руками. Не знаю, сколько я еще проживу. Я могу отдать ей свое состояние, но не могу ее защитить. Я приехал сюда просить защиты у Бога. Ты должен заставить ее поверить в Бога. Не волнуйтесь об этом, сэр. Нет ничего проще. Всего через 7 дней Алакананда будет кругами ходить вокруг храма. Я? Еще чего не хватало. Мы уезжаем отсюда через 7 минут. Подожди, дорогая. Послезавтра Пурнами, годовщина смерти твоих родителей. Если ты хотя бы раз исполнишь обряды в храме Брахмы, их души будут покоиться с миром. Дедушка. Прошу тебя, дочка. Ну ладно, ради моих родителей я это сделаю, но чтобы я его больше не видела. Это невозможно. Никто не уйдет от Бадрия в Бадринатхе. Кто бы ни пришел к водопаду Васундара, он склоняет голову передо мной, будь то даже премьер-министр. Все склоняют голову. Ты такой великий человек? Взгляни на мой альбом, и ты поймешь, как я велик. Вот, шельма. Кажется, вы что-то сказали? Сказал бы я это погромче, но около храма не могу. Столько рекламы ради такой ерунды. А моя работа для тебя ничто? Прошу, не надо так злиться. Послушай, ты мне обрел только полголовы. Он остальную половину добреет. Я не умею этого делать. Сегодня его побреешь, а завтра себя. Держи, брей. Брей.
Кровь? Естественно, будет кровь, если он тебе полуха отрезал. Теперь иди к доктору, пусть пришивает, а если он откажется, я это сделаю. Иди. А ты сиди здесь. Почему? Брить голову будем. Люди бреют голову в кассе или тирупате, чтобы исполнить обед. А здесь зачем? Я просто так ни с кого денег не беру. А почему ты должен их брать? Потому что ты оскорбил мою профессию. А если я не дам? Ты не уйдешь отсюда. Вытаскивай. 1000 рупий. Бери. 1000. Ровно. Здесь только 800. Я не силен в математике. Тогда почему ты не дал мне 1200? В любом туристическом месте найдутся такие обдиралы, как он. Что? Я просто пошутил. Зачем ты даешь мне деньги? Отстань. Ну иди. Что, Бадри? Твое дело брить головы, а не опустошать карманы. Конечно, вот вовремя пришел. Как вы, баба? Хорошо, сынок. Предупреждаю, те, кто не верит в Бога, воры, мошенники и обманщики, не должны вставать под водопад. А почему? Что тогда будет? Васундара не будет лить свою воду на них. Она вернется обратно. И откуда вода узнает правду? Природа умеет распознавать грешников. Кажется, в этом мире нет никого хуже меня. Мне тоже так кажется. Поэтому и предупреждаю, не ходи. Я пойду, посмотрим, как вода не будет на меня литься. Хорошо, попробуй. Тоже мне праведник. Как эта вода может уйти обратно? Такого быть не может. Она уходит. Исчезла. Вот бессовестный. Тебе не стыдно? Пришел в такое священное место. Вот, болван. Убирайся отсюда. Пошел вон. Здесь атеисты. Отошлите их из Бадринатха. Не надо, я сам уйду. Подумаешь. Я видел много плохих людей, но ты самый худший. Водопад исчез из-за тебя. Откуда ты такой взялся? Не будем углубляться в подробности. Вернется ваш водопад. Еще убьют, чего доброго. Это очень опасный водопад. Если прислать сюда наших политиков, многих выведут на чистую воду. Точно. Я предупреждал. Идите, сэр. Зачем вам рисковать, дядя? Тихо. Идите. Не поддавайся искушению, лучше не ходи, а то будет хуже. После меня водопад еще как-то удалось вернуть, а если пойдешь ты, он уйдет навсегда. Не ходи. Хоть ты и ужасный человек, но на этот раз говоришь правду. На тебя не упадет ни одна капля даже в 100-м рождении. Не упадет? Да я сама не дам ей упасть. Я приехала сюда на прогулку, а они говорят про обряды и молитвы. Мне скучно, может, сыграем? Крикет — это не баскетбол, где хватит и 6 игроков. Нам нужно еще 5. Подождите. Через 5 минут будет вся команда. Видите этих жертвенных барашков? Ребята! Зачем ты назвала? Куда направляетесь? Мы не направляемся, мы возвращаемся с урока по изучению вед. А что это за книга? В этой книге написано все об этом мире. Правда? О, бог Хануман, что за странный вопрос. На этой земле нет ничего, что было бы мне неизвестно. Значит, ты все знаешь? Да, Тогда я задам тебе всего 3 вопроса. Ответишь? конечно, спрашивай. Кто такой Раджникант? Раджникант? Подойдите-ка. Кто такой Раджникант? Раджникант. Наш гуру никогда о нем не говорил. Ты знаешь? Ну что? Здесь есть про Сурьяканта и Чандраканта, но про Раджниканта нет. Вот видишь, есть много таких вещей, о которых твоя книга понятия не имеет. Ладно, но кто он такой? Раджникант — тамильская суперзвезда. Да, но я его прекрасно знаю. Следующий вопрос.
Следующий. Чиранживи, ты знаешь? Чиранживи? Ты сама понимаешь, о чем спрашиваешь, кто в этом мире не знает Чиранживи? Мегастар приезжал в Бадринатх? Не знаю. А Чиранживи написано в ваших ведах? Конечно. И не только в Ведах. О боге Ханумане написано во всем мире. Я совсем не об этом Чиранживи говорю. О каком? О мегазвезде Чиранживи. Ничего не знаю о звездах. Спроси о чем-нибудь другом. Ладно, следующий вопрос. Ты знаешь Данада Надхони? Данада Надхони? Мы знаем только Тхоти и Тхони. Это знаменитый игрок в крикет. Недавно выиграл для нас Кубок мира. А что такое крикет и Кубок мира? Ты не знаешь про любимую игру бога Вишну? Любимую игру бога Вишну? Да, 3 линии на его лбу — это калитка. А как играть в эту игру? Если ты собьешь центральную калитку, ты попадешь прямо на небеса. А если боковую? Тогда на небеса Тришанку. Славься бог Нараяна. В любимую игру бога Вишну не играют камнями. А чем тогда? Вот этим. А что это? Сладкий ладду. Ладу? Ладду. Из Тирупати? А почему он такой? Его сушили на солнце целый год. Теперь бросай. Прямо на небеса. Славься бог Нараяна. Парни, бежим отсюда. Вишнураджа? Что произошло? Ты не знаешь разницы между забавой и культурой. Имя вашего отца? Умерший не был моим отцом. Это мой сын и невестка. Молитвы за умерших могут совершать только их дети. По нашим традициям, отцы не должны приносить пожертвования за сыновей. Тогда я совершу обряд по своим родителям. Женщины к обряду не допускаются. Если бы вы были замужем, это мог бы сделать ваш муж. Она не замужем. Позовите кого-нибудь из родственников. Может быть, вы. Священник мне сказал, чтобы я не проводил никаких обрядов. Я не могу. Сделайте вот что. Здесь должны быть люди, которые проводят обряды за сирот. Пусть они его проведут, мы заплатим за это. Здесь никто не проводит обряды за деньги. Зачем вы делаете моих родителей сиротами? Я пойду. Я это сделаю за них. Прошу вас. Бадри, ты каждый день возносишь молитвы святому Бадринатху. Как ты можешь приносить пожертвования за умерших? Что в этом плохого? Обычаи должны служить добру, а не создавать препятствия. В любой религии умерший приравнивается к Богу, и только у нас это считается плохим знаком. Мертвый равен Господу Шиве. Родители Алакананды умерли в храме. Молитва за них все равно, что молитва Богу. Начинайте обряд.
Для кого ты складываешь руки, для Бадри или для святого Бадринатха? Для Бадри. Террористы атаковали храм Амарнатх. Они требуют освобождения из тюрьмы своих сообщников. В случае, если их требования не будут выполнены, они угрожают убить паломников и уже убили хранителя храма. Васуда, сэр. Что? Считаю до 5. После этого никого из вас не должно быть здесь. Кто ты такой, чтобы мне это говорить? 1, Здесь мы ставим условия, не ты. Не ты, ясно? 2, Мы не собираемся уходить отсюда. 3, Я всех вас убью. Убью всех паломников. 4, 5. И что? Бадри! Бадри, у тебя есть 5 минут. На 6-й минуте никого из них не должно быть в живых. Он не должен уйти. Убейте его. Убейте этого ублюдка. Убейте его!
वीराभिषिक्तम् त्वां त्रिपुरिकरम् त्वां शतशतकण्ठोदजाततीव्रकान्तिकिरणशोभभीतविलय प्रलयसञ्चं विजयशब्दं तव दण्डतन्त्रं समरमन्त्रं देवता Сэр, мы должны благодарить вас за вашу смелость. Вы вышли к ним без всякого оружия. Как вы смогли, сэр? ఎలా వచ్చారు సార్? Вот мое оружие. Абсолютное оружие. चालक समर कौतुक खड्ग चालक रक्षक शान्तनायक स्फूर्तिदायक कार्यसाधक दक्षकम् दुर्प्रहर्षण कारकं मम पुत्र सन्निभमायकम् वात्सल्य भाव प्रेरकम् Басундара, Бадри сказал, что ни одна капля не упадет на меня даже в 100-м рождении. А теперь я люблю его. Я очень его люблю. Если моя любовь настоящая, пролейся на меня. Кому ты это говоришь? Ты не нужна ни Бадри, ни Васундаре. Почему? Что во мне не так? Не веришь в силу святого Бадринатха? В тот момент, когда я его полюбила, я полюбила все, что любит он. Теперь я верю и Бадри, и святому Бадринатху. Он сказал дедушке, что заставит меня поверить в Бога за 7 дней. Передай ему, что через 7 минут я буду в храме. Хорошая новость. కనిపించేదాకా చేస్తా తపస్సు దేవుడు కనిపిస్తే ఏమడగాలో తెలుసు నువ్వంటే పడి చస్తుంది వయసు నీ వైపే లాగేస్తుంది మనసు అలకైనా కులుకైనా నువ్వు నాతోనని సావైనా బతుకైనా నే నీతోనని విన్నానులే ప్రియా నీ మౌన భాషణం వస్తానులే ప్రియా వందేళ్ల ప్రేమ బంధాలే పండించేలా నచ్చావురా
బరువెక్కిందమ్మో బ్రహ్మచర్యం జరగాలంటుంది ఆ శుభకార్యం అలవాటైపోతుంది నీ ధ్యానం ఏదో పొరపాటే చేసి మంది ప్రాణం జలధారే పులకించింది నిన్నే తాకి కలిగేనా ఆ అదృష్టం నాకు మరి Ты что, глаза дома забыла? А ваши глаза где? Посмотри только, какая грубиянка. Богачи все такие. Они никогда не смотрят на землю. Смотрят только на свое золото. Могла бы попросить своего отца сделать тебе золотую кожу. В этом нет необходимости. Я ее сделала сама. А будешь много болтать, получишь у меня. Ну, попробуй. Эй, в чем дело? Мало того, что грубиянка, она еще грозится ударить меня. Я? Грубиянка? Да я тебе... Остановись. Ты знаешь, кто она такая? Мать Бадри. Попробуй теперь ее ударить. Что это с ней? А ты знаешь, кто она такая? Твоя будущая невестка. Теперь попробуй ее отругать. Здравствуйте, матушка. Ты посмотри, какая почтительная, здоровается со мной богатая и всегда вежливая, да? Да. И какое у нее состояние? Где-то 1000 кроров. Ничего себе. А 1000 кроров это сколько? За них можно купить все от Гималаев до Индийского океана. Здесь такая жара. Дай сюда. Не мог побольше взять? Такие богачи, как мы, не должны стоять на солнце. Понятно? Как мы? Мы же богатые, правда? С каких пор? Это моя невестка? Да, матушка. Ты знаешь, зачем старик нас вызвал? Зачем? Чтобы поговорить об их свадьбе. Да? Ну, идем. Идем. Моя золотая. Солнце. Куда идешь? Бадри. В ту сторону брак по любви, не знаю, состоится он или нет. В другую брак по договоренности. Он точно состоится. Правда? Да? Матушка, посмотри на мою невестку, она сияет, как солнце. Да уж. Идем с нами. Я отсюда послушаю. Здравствуйте, господин. Говинд, вы нас звали? Я принял решение относительно вашего сына. И хотел обсудить его с вами. Я же говорила, что это о свадьбе. Помолчи. О чем вы, господин? Бадри спас священный Амарнатх и принес мне славу. Он же ваш ученик. Ваш сын единственный, кто может сохранить традиции боевого искусства Такшасилы. Я хочу сделать его своим преемником. Как пожелаете, господин, он же вам как сын. Он должен соблюдать очень строгую дисциплину. Мой преемник должен оставаться безбрачным всю свою жизнь. Вы хотите сказать, что он никогда не женится? Никогда. Чтобы сохранить традиции Такшасилы, я и мой учитель оставались холостяками. Мне нужно ваше согласие. Подумайте об этом. Что же это такое? Скажи ему, что нам не нужен монах. Посмотри, какая она грустная. Мы должны думать о нашем сыне, а не об этой девушке. Жениться, заводить детей могут и животные, но быть преемником Такшасилы
1 из миллиарда получает такой шанс. Мы должны гордиться, а не грустить. Вы должны принять это всем сердцем. Я не буду вас принуждать. Мы согласны, господин. Господин, я спрошу у сына. Он мой ученик. Он никогда не скажет мне «нет». Алакананда? Алакананда? Что с тобой? Ты же обещала вознести молитву. Как ты будешь это делать? Сложишь руки, упадешь ниц или обойдешь вокруг храма на коленях? Вот еще. Я не буду этого делать. Ты же сама сказала. Я хотела, но теперь я передумала. Что случилось? Я полюбила одного человека и потеряла его. Скажи мне, кто он, я сама организую вашу свадьбу. Я люблю... Он мой ученик. Он никогда не скажет мне «нет». Забудь. Не только ты. Даже сам святой Бадринатх не может этого сделать. Что ты знаешь о силе Бадринатха? Завтра священный день, когда зажигают светильник и закрывают храм на 6 месяцев. Полгода стоит он укрытый снегом. А когда через 6 месяцев двери храма открывают, светильник все еще горит. Неужели? Да. И нет лучшего доказательства существования Бога. В этом мире нет более священного места. Загадай желание завтра, когда будут зажигать светильник. И приходи обратно в день, когда откроются двери храма. И ты выйдешь замуж за того, кого любишь. Правда? Да, но есть одно условие. Чтобы загадать желание, ты должна принести лотос Брахмы. А где я найду его? Идем со мной. Приветствую, Саркар. Что случилось, министр? Сын лидера оппозиции сбежал с моей дочерью. Не хочу видеть его живым. Я заплачу вам 50 кроров. Прадип. Извините, министр. Вы просили меня уладить вопросы с землей, я это сделал. Попросили убрать вашего конкурента, я его убрал. Попросили дать вам власть, я это сделал. Но в любовные дела я не вмешиваюсь. Никогда. Здравствуйте, господин. Я не смог приехать на похороны твоего мужа. Мне очень жаль. Твое имя Махалакшми. Ты хочешь развеять его прах в Андхра-Прадеш или повезешь в Аллахабад? Из-за его смерти оскорбили вашу жену, господин. Что случилось? Тебе не стыдно говорить, что ты замужем за этим убийцей? Не стыдно? Пока я жива, я никогда не назову тебя своей тетей. Хочешь, чтобы я убил ее? Стала бы я ждать тебя, чтобы ее убить. Если бы я не остановила нашего сына, она была бы уже мертва. Она поклялась, что никогда не назовет меня тетей. Но я хочу, чтобы она всю жизнь называла меня свекровью. Мой сын должен жениться на ней. Это мое первое и последнее желание. Хорошая месть. Алло? Здравствуйте, сэр. Где Алакананда? В Бадринатхе есть парень по имени Бадри. Она танцует с ним при лунном свете и при свете дня.
Что? Она в него влюблена. Кто он? Если хотите с ним познакомиться, посмотрите газеты от 15 ноября. Он там везде. Она должна быть здесь через 24 часа. Нани? Что сильнее всего в этом мире? Бандитизм, политика и деньги. Нет. Любовь. До сих пор мы убивали людей ради денег и власти. Теперь впервые мы вмешиваемся в дела любви. Ты знаешь, какова ее сила? Она может разрушить города и целые королевства. Когда убьешь Бадри, трижды проверь, что он действительно мертв. Не смотри на его тело, проверяй по дыханию. И пока он жив, не приводи сюда Алакананду. Иди. Да, отец. Бадри, а в этом лесу есть дикие звери? Слоны. Слонов я не боюсь, они же тебя слушаются. Это не храмовые слоны, чтобы слушаться меня. Не задавай глупых вопросов. Иди. Осторожнее, то поскользнешься и выбьешь все зубы. Не страшно, ты же поймаешь меня. Эти цветы только здесь растут? Что за мучение? Это не мучение. Все еще впереди. Еще хуже. Я больше не могу. Скорее. Бадри, Что, уже устала? Ты должна быть выносливее. выносливее. Я с детства никуда без машины, без обуви не выходила. И не ела без ложки, а ты заставляешь меня продираться сквозь лес, я не могу. Тогда из твоей любви ничего не выйдет. Не видать тебе твоего любимого. Мистер Бадри, Ну что, уже устал? Ты должен быть выносливее. Разве нет? нам нужно в другую сторону. Туда. Не знаю, кого она любит, но ему крышка. Осторожнее, здесь змеи. Я боюсь. Эй, братец, Да, Бадри? лотосы Брахмы там есть? Нет, они остались только на горе Нилаканта. Ей точно конец. Идем? Бадри, у меня идея. Попроси его отдать нам этот лотос. Я отнесу его в храм. Давай. Если ты голодна, ты будешь есть или отдашь еду соседу? Ты любишь парня и хочешь выйти за него замуж. Ты должна сорвать цветок для приношения своими руками. Идем. Вот, лотосы Брахмы. Осторожно, это ледяной мост. Он крепче каменного моста в городе. Ты просто сумасшедшая. Ты это знаешь? Помоги мне, пожалуйста. Прошу. Не бойся. Попробуй еще раз, я тебе помогу. Давай. Ничего не случилось, все в порядке. Не бойся. Мне страшно. Говорю же тебе, не бойся. Что ты дергаешься? Но я... Хватит. Если ты на этот раз не достанешь цветок, я сам тебя столкну. Давай. Иди. Алакананда! Постоянно какие-то сложности. Наверняка с твоей любовью что-то не так.
నా ప్రేమ Нет, я уверена в своей любви. Я же его получила. దొరికింది. In the night, so young, and when the stars are high, you like a bright sunshine. You are my ikatara, 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 oh girl, yeah. In your hazel eyes, I see my word that close. You like my darling, dear, come here, oh. Johnny, 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 oh, oh. I like the way you looking at me, ooh baby. Hey Mr. Playboy, showtime now, go your way. Be with me here and tell me what you have to say. The music is pumping up the flow all day. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it break it, groove it, move it, sing and sway. Baba dupa, baba dupa, baba dupa doo. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it break it, groove it, move it, sing and sway. Come a little closer, hey sir, dancer, now answer, let's go, G-O, go, go. Wanna see the freak show, too slow, tango, no, 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 all say rock and roll. Pretty girl, I'm losing out my mind. Someone rescue me. Baby doll, I want it one more last time. I like the way you looking at me, ooh baby. Hey Mr. Playboy, showtime now, go your way. Be with me here and tell me what you have to say. The music is pumping up the flow all day. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it break it, groove it, move it, sing and sway. Baba dupa, baba dupa, baba dupa doo. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it break it, groove it, move it, sing and sway. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it break it, groove it, move it, sing and sway. Где Бадри? Не знаю, учитель, он пропал со вчерашнего дня. Пора зажигать священный огонь. Быстрее, храм скоро закроется. మా తాతయ్య చెప్పిన ప్రమాదం వీడు. Это тот самый человек, о котором говорил мой дедушка. Так это ты, Горкха, защитник храма? Если ты сделаешь хоть один шаг, я вырву твое сердце. Элакананда, иди в храм и вознеси молитву за своего возлюбленного, а я посмотрю, кто посмеет остановить тебя. Иди.
Бадри! Бадри! Иди. Нет, я не пойду. Почему? Они не дадут мне вернуться через 6 месяцев. Если ты пообещаешь, что привезешь меня сюда, я войду в храм. Пусть он сам, его отец, мать или целый штат явится сюда. Я обещаю, что ты увидишь светильник в этом храме через 6 месяцев. Обещаю. Иди. Напишите свои имена в списке желаний. Если те, кто принес сегодня лотосы Брахмы и загадал желание вернуться сюда через 6 месяцев, посмотреть на священный огонь, их желание исполнится. До сих пор я не верила в Бога, но теперь я верю тебе всем сердцем. Забери Бадри у Бхишма Нараяна и сделай его моим мужем, Господи. До сих пор я тебя ни о чем не просил, Господи. Но сейчас прошу. Сделай Бадри наследником Такшасилы и исполни мое желание. Никто не может противостоять ему. Его единственная слабость — это Бог.
Это я во всем виновата. Не беспокойся, Алакананда. Со мной все в порядке. Как ты посмел полюбить девушку, которая пришла сюда молиться? Хватит. Сколько можно? Довольно. Он не дышит. Идем отсюда. Идем, идем. Уходим. Бадри! 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 Алакананда. Слушайте, паломники Бадринатха, храм закрывается с сегодняшнего дня на 6 месяцев. Все здесь будет покрыто снегом. Никто не должен находиться здесь, это опасно для жизни. Храм откроется только через 6 месяцев. Паломники смогут посещать храм только по истечении этого срока. Классное местечко. Сними ботинки, порвешь. Зачем нам разуваться? Ты такая большая, а ума не нажила. Откуда в Чилакурпете узнают, в обуви мы здесь ходим или нет? Может, и одежду тоже снять, папа? Чилакурпете все равно не узнают. Вот молодец. Спасибо, папа. Куда вы идете? Здесь прах моего отца. Мы идем в Бадринатх развеять его. Бадринатх закрыт. Приходите через 6 месяцев. Что? Через 6 месяцев? Мы 6 месяцев добирались сюда. Вернемся через минуту. Ничего не знаю. Храм закрыт на полгода. Уезжайте обратно. Давайте. Мы не сможем приехать сюда еще раз. Тут есть маленькая деревня неподалеку. Снимем там домик. А кто платить будет? Твой отец? Папа, давай останемся. Все равно дедушка платит. А еще можно подделать счета за еду и взять с него еще больше денег. Молодец, сынок. Спасибо, папа. Замолчите. Я когда-нибудь с ума сойду от вашей скупости. Как только я предъявлю счет, твой отец пусть выкладывает деньги. Только на этом условии соглашусь. Стойте-ка, вы из Петы? А вы откуда узнали? Я знаю, что вы из Петы, знаю, что вы спрятали 2 пары обуви в мешок, что вы ищете домик, и что вы совершили ошибку, выйдя за него замуж. Я все знаю. Идите своей дорогой. Я не уйду, и людям из Петы тоже не дам уйти. Вы из Петы, и я из Петы. Мы земляки. Хорошо, сделаем вот что. Найдите домик, где предлагают 2 кровати по цене одной, раз уж мы оба из Петы. Не нужно домика, вы можете пожить вместе со мной в ашраме. Он создан исключительно для жителей Петы. А где этот ашрам? Не надо, они только вытянут из нас деньги. Что скажешь ты, сынок? Папа, пойдем искать недорогой домик. Молодец. Идем. В ашраме все бесплатно. Папа, там все бесплатно. И через полгода вы не спросите с нас денег? Конечно, нет, вы же из Петы. А если спросят, разве мы дадим, папа? Верно, сынок. Тогда ладно, идем. Сюда. Попались. Алакананда. Все думают, что Бадри умер, но он жив.
Это правда, дедушка? Да, дорогая, ты обязательно выйдешь за него замуж. చిరంజీవ 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 సుఖీ భవ సుఖీ భవ సుఖీ భవ చిరంజీవ 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 సుఖీ భవ సుఖీ భవ సుఖీ భవ జన్మించా మరోసారి జీవించా నిన్నే కోరి దిగి దిగి వచ్చా నీ దారి నందా సంధించా నీపై గురి సాధించా సరాసరి సరసకు వచ్చా లకల నందా అలకేదో పిలిపించిందా అది నీకే తెలిసొచ్చిందా చెరి ప్రాయాల పూమాల తెగ నచ్చిందా చిరంజీవ 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 సుఖీ భవ సుఖీ భవ సుఖీ భవ చిరంజీవ 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 సుఖీ భవ సుఖీ భవ సుఖీ భవ ఝుమ్ ఝుమ్మని మంత్రంలా నీ ఆలోచనలే రారమ్మని రగిలిస్తే వస్తున్నా రిమ్ చిమ్మని వర్షంలా నీ ఆశల జల్లే నా పొమ్మని కదిలిస్తే లేస్తున్నా మనసులు మాత్రం చదివే ప్రాణాక్షరాల ప్రేమల గీతం రాస్తున్నా రాసిందే జరిగొంటుందా రాయందే ఎదురయ్యిందా ఒక రాయంటే ఎదనేడు రవళించిందా చిరంజీవ 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 సుఖీ భవ సుఖీ భవ సుఖీ భవ జన్మించా మరోసారి జీవించా నిన్నే కోరి సిగి దిగి వచ్చా నీ దారి నందా సంధించా నీపై గురి సాధించా సరాసరి సరసకు వచ్చా లకల నందా చిరంజీవ 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 సుఖీ భవ సుఖీ భవ సుఖీ భవ Выходите, сэр. Я пришел, чтобы предоставить Алаканаде возможность назвать мою жену своей свекровью. Мы следуем другому гуру, священник. Знаете, зачем вас позвали сюда? Если вы определите благоприятную дату для свадьбы, мой тесть сможет ее одобрить. Мы слушаем вас. Судя по гороскопу девушки, самый благоприятный день — день открытия храма в Бадринатхе через 6 месяцев. Но вашему тестю не нравится эта дата. Почему? Потому что в этот день не состоялась свадьба его дочери. Ничего. Зато в этот день состоится свадьба его внучки. Мой отец будет рад этому. Назначайте дату. Давайте. Ты знаешь, как велик мой сын-отец? Чтобы исполнить мое желание, он убил Бадри, возлюбленного Алакананды. Я привезла из Бенареса сари стоимостью в 100 тысяч рупий. Скажите моей племяннице, чтобы одумалась и приходила на помолвку. В тот день, когда ты вышла за этого убийцу, я приказал своему сыну убить тебя. Знаешь, что твой брат мне ответил? Он остановил меня, сказав, таково было желание моей сестры.
А ты хочешь вынудить свою племянницу выйти замуж за своего сына? В тебе осталось хоть что-то человеческое. Пока я жив, этой свадьбе не бывать. Мама. Дедушка! Дедушка! Ты сказал свадьбе не бывать, пока ты жив. Вот я и убил тебя. Дедушка! Дедушка! Господин! Мой тесть одобрил дату свадьбы. Дедушка! Думаешь, если ты склонишь голову, это снимет с тебя вину? Если он склонил голову, это еще не значит, что он совершил ошибку. Замолчи. Девушка приехала в этот храм, не веря в Бога. Он пошел за ней, оставив храм, не чувствуя любви к ней. Когда они приехали забрать ее, он звал ее по имени прямо перед воротами храма. Это тоже без любви к ней. Он позвал ее, потому что влюблен. Он опустил голову от стыда, потому что совершил ошибку. Она в том, что он сделал тебя брамином, не думая о твоей касте, и в том, что среди множества своих учеников именно тебя он выбрал своим наследником. Уведите своего сына. Учитель, я не сделал ничего плохого. Поверьте мне. Бадри, Бадри, что ты делаешь, сынок? Не стоит отдавать свою жизнь для того, чтобы кто-то поверил тебе. Остановись, Бадри. Он научил тебя всему. Скажи, что это он научил тебя лгать. Учитель, клянусь святым Бадринатхом, ни одной девушки я не любил до этого дня. И не буду любить. Я никогда не сделаю ничего без вашего согласия или одобрения. Поверьте мне. Ты моя надежда. Не подводи меня. Здесь везде колючки. Идите осторожно. Далеко еще? Сколько дней нам идти? Мы уже дошли. Вот он, наш храм. Проходите. Эй! Кто там? 2 коровы с теленком пришли из Петы. Коровы? Мы коровы? Коровы от природы добросердечные. Они дают молоко, но не пьют его. Люди из Петы. Как коровы, да? Пета, 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 Пета. 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 Что он заладил? Пета, Пета? Он сходит с ума, когда слышит это название. Пета, Пета, хватит. Никто не приезжал сюда из Петы, а женщин здесь не было уже 25 лет. А сейчас приехала женщина. Он говорил, что все это бесплатно, но я сомневаюсь, что он из Петы. Он больше на похитителя похож. А на мне драгоценностей на миллион. 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 Ты сказала один раз, а он все время повторяет. Думаю, что ты права. Думаешь? Любовь, эгоизм, гнев, сострадание, ненависть, страх, деньги, драгоценности — это все для таких обычных людей, как вы, а не для человека, который обманул смерть и прожил 500 лет. 500 лет? Смотрите, это ожерелье мне подарили, когда я встретился с королем Шри Кришной Девараялу. Стоимость не меньше 50 лакхов. Хотя можете взять его за 40, берите. Только не спрашивайте меня, как я прожил 500 лет.
А что такого, если мы спросим? Разве люди из Пета не должны об этом знать? Молодец. Сэр, вы выглядите лет на 50, но никак не на 500. Может, он и похож на китайца-диабетика, но он никогда не лжет. Но как люди из Петы... Я из Петы, он из Петы. Мы все из Петы. Расскажи ему, сынок. Хорошо, идемте в дом, проходите. Посмотрите сюда. Чупке с Ганджиджи, Чупке с матерью Терезой, Чупке с Неру. Видите? И что в этом такого? Мало ли кто может сделать такие фотографии. Думаете? Чупке с маленьким Ганди, Чупке с маленькой Терезой, Чупке с маленьким Неру. Он и с Буддой встречался, но тогда не было фотоаппаратов. Вы такой великий, сэр. Сначала я не поверил, что вы прожили 500 лет, но теперь, когда я увидел это, я начинаю верить вам. Да. Вы удивитесь еще больше, но его гуру уже 2000 лет. 2000? Как человек может прожить 2000 лет? А что? Деревья и горы могут прожить столько лет, почему мы не можем? Он живет и дает жизнь мне. Кто он такой? Святейший Баба 2000. А мы можем с ним встретиться? Не только встретиться, вы тоже сможете столько прожить, если хотите. Давай попробуем, папа. Помолчи, а то они денег попросят. Для тех, кто из Петы, бесплатно. Папа, это бесплатно. Давай, папа. Ну, если бесплатно, то я согласен. 1 миллион. Бабу, вы идите, я допью. Прошу вас. Раджи! Алакананда! Раджи! Алакананда! Что случилось? Открой дверь! Открой дверь! Что происходит? Алакананда! Сын шайтана! Иди сюда! Зачем ты мучаешь ее? Почему вы не убили ее вместе с ее дедом? Что ты несешь? Если бы мы хотели ее убить, она бы умерла в тот день, когда оскорбила меня. Я его остановила. Сынок, когда ты на ней женишься, она станет смирной, как собачонка. Идем. Бадри, что с тобой?
Локананда. Бадри, что с тобой? Они убили моего дедушку и заставляют меня выйти замуж. Но я держусь в вере, что ты жив. Надежда, что я увижу священный огонь и соединюсь с моим возлюбленным, поддерживает во мне жизнь. Но мне очень грустно. Если можешь, приезжай за мной немного раньше. Пожалуйста. Прошу тебя. Из-за слухов о его возлюбленной, Бадре приказано не приходить в Бадринат. Кто это сказал? Храмовые служители Уттарканда. Если вы сомневаетесь в моем ученике, скажите им, что я тоже не войду в храм. Он не оставит меня. А я не могу жить без него. Полгода он стоит укрытый снегом. А когда через 6 месяцев двери храма открывают, светильник все еще горит. Идемте, идемте. Они идут. Баба здесь. Баба? Баба? Он не отвечает. Подождите, ответит. Баба, это я, Чупке. Почему он и вам не отвечает? Сейчас ответит. Баба, 2 коровы с теленком пришли из Петы. Входите, входите. Молодец, и как ты догадался? Это очень просто, папа. Он тоже ответил только после этих слов. Правильно, сынок. Золотой мальчик. Идемте. Баба, Чупке приветствует вас. Приветствую, Баба, приветствую. Раз, два, три. Какой сейчас год? 2011, Баба. 500 лет прошло в медитации. Медитировать 500 лет? Чему вы удивляетесь? Для него это обычное дело. Рассказать вам, что произошло в 2011 году, учитель? Не нужно. Я все знаю. Убили Бен Ладена? Да, учитель. Индия выиграла мировой кубок? Да, учитель. Я говорил тебе отослать в Японию святую воду в 2010-м. Ты сделал это? Забыл, учитель. И как сейчас Япония? Что с ней? Ее смыло цунами. Не проклинайте меня, учитель. Ах ты, паршивая собака. Вы великий человек, Баба. А вы кто такие? Откуда пришли? Мы из Чилакалурпета. Из Петы? Боже, я пришел оттуда, когда был на 1500 лет моложе, и как сейчас Пета. Вы из Петы? Да. Так ей тоже 2000 лет? Если вы жили 2000 лет назад, вы должны были видеть динозавров, да? Я их не только видел, я ел омлет из их яиц. Султан Типу приходил и просил поделиться с ним. Я всегда выгонял его. Типу? Но ведь он жил всего 300 лет назад. Чупке? Тот Типу, которого вы знаете, это его 4-е рождение. Не нервируйте его, а то он снова впадет в медитацию лет на 500. Нет, сэр, я хочу сказать ему, зачем мы здесь. С вами мы тоже хотим жить 1000 лет, как вы. Я вас научу? Вы так добры. Вас одного? Нет, всю семью. Всю семью? Да. Хорошо.
Сделайте вот что. Сядьте перед этой скалой мудрости. Да, с вами. А ты чего ждешь? Идем, мама. Гимн, которому я вас научу, нужно читать 1 раз в 1000 лет. Хорошо с вами. Когда вы его будете читать, вам будет казаться, что кто-то снимает с вас драгоценности, но не открывайте глаза ни при каких обстоятельствах. А если откроем, превратитесь в паршивых собак. Мы не будем открывать глаза с вами, и ты тоже, сынок. Да, папа. Закрывайте глаза. Да, с вами. Повторяйте. Дорогой, кажется, кто-то снял с меня пояс. Глупые женщины, Баба как раз говорил об этом. Папа, кто-то снял мою золотую цепочку. Баба же предупреждал, помнишь? Повторяйте 1000 раз. Дорогой, я уже повторила 1000 раз. Можно мне открыть глаза? Если повторила, открывай. Открой глаза. Я еще не закончил. Заткнись и открой глаза. Что? Читай. Что я должен читать? Человек, который прожил 100 лет, ни на что не годится. Зачем вам жить 1000? Дураки. Баба 2000. Ищи теперь ветра в поле. Баба, Баба. Он украл мои драгоценности и был таков. Папа, нас обчистили. Почта. Распишитесь здесь. Алакананда, Бадри прислал тебе посылку. Что это? Земля со священной горы Нараяна. Земля? Умоляю, не наступай. Бог Вишну в каждой ее частичке. Вишну в этой земле? Кажется, она тронулась. Присматривай за ней как следует. Зачем он прислал землю вместо того, чтобы приехать за тобой? Они не должны знать, что Бадри жив. అంబదరి జగదాంబదరి నా వెన్నదిరి కుడి కన్నదిరి లంబదరి భ్రమరాంబదరి నా చెంపదిరి అరచిల్లదిరి నువ్వాదరి నేనా ఈదరి నీనా అసలు ముదిరి ఆదరి పగలు ఈదరి రెండిటి నిదరి చెదిరి అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి సాసరి రి గాగా పదరి సాసరి రి గాగా పదరి నువ్వు పలికే మాటేదైనా అది నాకు పాట కచేరి నువ్వు నడిపే బాట ఏదైనా అది నాకు పల్లకి స్వారీ నువ్వు నిలిచే చోటేదైనా అది నాకు మధుర నగరి నీ చిలిపే పని ఏదైనా అది నాకు మన్మథలహరి ప్రేమాదరి విరహం ఈదరి చివరికి విరహం చెదిరి నిన్నాదరి నేడు ఈదరి రేపటి తాపం ముదిరి అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదిరి ససరి రి గగ పదరి ససరి రి గగ పదరి
కడుతున్న కౌగిలి ప్రహరీ కౌగిళ్ళే సరిపోవంటూ మోగించా ముద్దుల భేరి ముద్దసలే చాలదు అంటూ తెస్తున్న తేనెయ దారి తేనెలతో తీరదు అంటూ తనవిచ్చా సరస విహారీ ఆదరి సిక్కే ఈదరి మధ్య మార్గం కుదిరి స్వర్గం మాదిరి భూమి ఈదరి మధ్యన మనకే ముదిరి అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను పదరి నిన్ను నన్ను కలిపెను పదరే ససరి రే గాగా పదరి ససరి రే గాగా పదరి అంబదరి జగదాంబదరి నా వెన్నదిరి కుడి కన్నదిరి లంబదరి భ్రమరాంబదరి నా చంపదరి అరచిన్నదిరి నువ్వాదరి నేనా ఈదరి నీనా అసలు ముదిరి రే ఆదరి పదరు ఈదరి రెండి కనిదరి చిదిరి అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను పదరి నిన్ను నన్ను కలిపెను పదరే ససరి రే గాగా పదరి ససరి రే గాగా పదరి Итого 10 лакхов. Я могу разделить. Давай. Половина тебе и половина мне. Откуда лишняя половина? Хорошо, тогда четверть тебе, четверть мне. А кому еще четверть? Тогда... Помолчи. Это тебе винный магазин, чтобы четвертями и половинками мерить? Это тебе, это мне. Это тебе, это мне. Это опять мне. А мне? Вот нелегкая принесла. И они тоже здесь. Один пришел, когда мы делили добычу в кассе. Ты пришел, когда мы делим ее здесь. Кроме того, как нас выслеживать, у тебя другой работы нет? Если бы ты знал, как трудно облапошивать людей, ты бы здесь не появился. Хорошо сказано. Спасибо. Хватит заговаривать мне зубы и верните драгоценности. Мои руки умеют только брать, а не давать. Пусть сами забирают. Отдай мне пояс, жулик! Бери. Папа, давай и его кольцо заберем. Но оно же не наше. Помолчи, я скажу, что это мое. Сэр, кольцо на его руке тоже наше. Это мое кольцо. В нем мой талисман белый камень, поэтому я его и ношу. Его подарил дедушка, когда папа согласился на свадьбу. Помнишь, папа? Такой маленький, я уже такой мошенник. Если сам отдашь, это будет только кольцо. Если я возьму, ты потеряешь палец. Не надо, я отдам кольцо. Палец еще пригодится. Забирай, толстяк. Бери. И не вздумайте дурачить жителей Петы. Брось. Идем отсюда, сынок. Проваливайте. Ну что, сделал свое дело? Один выгнал нас из кассы, и мы пришли сюда. Ты и здесь нас мучаешь. Куда нам, ворам, теперь податься? Честными людьми вы можете жить где угодно. Ворами вам нигде жизни не будет. Мораль читаешь? Пошли отсюда, мальчики. Мы все поняли. Тебе нужна эта свадьба ради мести. И кто будет нашими первыми гостями? Первое приглашение отправь нашему гуру, Раджашекхару Нараяну. Ну что скажешь, Саркар? Мой сын скоро женится, гуру. Я не смогу прийти на эту свадьбу. Почему, гуру? Как мы можем играть свадьбу без вас? Зачем мне ехать на свадьбу, которой не будет? Сэр, Алакананда сбежала.
Алакананда! Скорее! Алакананда! Алакананда! Куда собралась? Саркар! Почему ты бьешь меня, отец? Я говорил тебе, чтобы ты привез ее только после того, как убьешь Бадри. Я убил его, отец. Ты убедился в его смерти? Я проверил его дыхание, он точно был мертв. Нет, он жив. Поэтому она и хотела сбежать. Браво, Саркар. Теперь я понимаю, почему вы имеете такую власть в этом штате. И хотя я не хочу называть ее своей тетей, называть вас дядей мне нравится. Вы пообещали ей, что сделаете меня ее невесткой. Бадри тоже пообещал мне кое-что. Приехать и забрать меня отсюда. Меня вы смогли остановить. Но его никто не остановит. Я остановлю его. До сих пор я убил 99 человек. Он будет 100-м. Я убью и похороню его. Саркар, знаешь, что сильнее всего на этой земле? Не утруждайтесь, я ей отвечу. Любовь. Нет. Бадри. Мой Бадринатх. Лучше не вставай у него на пути. Умрешь. Что за вздор она болтает? Она никогда не верила в Бога. Зачем ты заставил ее поверить? Ты дал ей веру, поэтому она ждет тебя. Она сейчас в опасности, и ей не нужна горстка земли. Аллах, Шива или Иисус, любой бог, чтобы помочь людям, принимал человеческий облик. Если ты не спасешь ее, она потеряет веру. И тогда Алакананда умрет. Ты это должен понять. Если ты не спасешь ее, она потеряет веру. И тогда Алакананда умрет. Он не оставит меня. Я не могу жить без него. Эй, Суреш. Сэр? Давай скорее, послезавтра храм открывается. Хорошо, сэр. Вы кто такие? Кто вы? Как вы посмели бесчинствовать в обители нашего учителя? Где Бадри? Он уехал в Андру за Алаканандой. Он уже в 10 минутах от Белари. Скажи своим людям, чтобы уносили ноги. Иначе им не поздоровится. Если они встретятся с Бадри, от них и пепла не останется. И от твоего сына тоже. Что? Да. Ни один наш враг, ступив на землю Белари, не возвращался оттуда живым. Бадри тоже не должен уйти живым, и даже ступить на землю Белари не должен. Запомни это. Он отрубил ему голову. Если вы остановитесь там, где стоите, хватит и одной головы. Сделайте хоть один шаг вперед, покатятся другие.
Я здесь для того, чтобы отвести верующего к его Богу. Не мешайте мне. А она мост между Богом и верующим. Это его будущая жена. У меня нет времени с тобой разговаривать. Не вставай на пути у Бога, или умрешь. Как ты смеешь угрожать мне на моей земле? Лучше не мешай, отойди в сторону. Хватайте его, ребята. Алакананда! Бадри приехал за тобой. Куда ты идешь? Вернись к себе. కన్ను మూస్తే బద్రీనాథ్, కన్ను తెరిస్తే బద్రీనాథ్, ఓడి కూస్తే బద్రీనాథ్, లేడీ లేస్తే బద్రీనాథ్, కల్లో గిరిగిరి గిరిగిరమంటూ తిరిగే తలపే బద్రీనాథ్. నాద్ 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 నాలో బద్రీనాథ్, నాద్ 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 నాతో బద్రీనాథ్, నాద్ 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 నాలో బద్రీనాథ్, నాద్ 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 చల్ చల్ జిందాబాద్. కన్ను మూస్తే బద్రీనాథ్, కన్ను తెరిస్తే బద్రీనాథ్, కత్తి దూస్తే బద్రీనాథ్, అంతు చూస్తే బద్రీనాథ్, మదిలో మెర 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 మెరమంటూ మెరిసే మెరిపే బద్రీనాథ్. హే నాథ్ నాథ్, హే నాథ్ నాథ్, నాథ్ 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 నీతో బద్రీనాథ్, నాథ్ 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 నీలో బద్రీనాథ్, నాథ్ 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 నీతో బద్రీనాథ్.
నిప్పులుగా పోగిస్తా ఆ ఉరకలోనే ఎప్పటికీ గడిపిస్తా నీ బయట కొంగే నిచ్చనగా పైకొస్తా నీ నుదుట జారే ముచ్చమటై దిగి వస్తా మిత్రుడివైనా నువ్వే నా ప్రియ శత్రువైనా నువ్వే ప్రేమికుడైనా నువ్వే సుకుల శ్రామికుడైనా నువ్వే నువ్వే నాది 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 నాలో బద్రీనాథ్ నాది 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 నాతో బద్రీనాథ్ నాది 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 నీతో బద్రీనాథ్ నాది 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 పల్పల్ తెరియా Что с музыкой, мастер? Со следующего такта. నీ ముద్దులన్నీ అప్పులుగా ఇమ్మంట మురిపాలు కలిపి వడ్డీతో చెల్లిస్తా నీ గుండెలోని గదిలోని దిగి ఉంటా ఎంతంతే కానా అందాలే అందిస్తా ఇష్టమైన నువ్వే కమ్మని కష్టమైన నువ్వే స్వర్గమైన నువ్వే నచ్చిన నరకమైన నువ్వే నువ్వే నాది 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 నాలో బద్రీనాథ్ నాది 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 జిల్ జిల్ జిందాబాద్ కన్ను మూస్తే బద్రీనాథ్ కన్ను తెరిస్తే బద్రీనాథ్ ఓడి కూస్తే బద్రీనాథ్ లేడీ లేస్తే బద్రీనాథ్ అల్లో గిరిగిరి గిరిగిరిమంటూ తిరిగే తలపే బద్రీనాథ్ నాది 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 నాలో బద్రీనాథ్ నాది 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 నీతో బద్రీనాథ్ నాది 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 నాలో బద్రీనాథ్ నాది 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 పల్పల్ తెరియా Что вы смотрите, учитель? Это не такша сила обращена в пепел, а ваша вера в него. Мы можем исцелить раны. Мы можем построить Такшасилу заново. Но он взял оружие, которое служило только Богу, для того, чтобы защитить свою возлюбленную. Он нарушил обет. Алло? Джайпур? Да. Нам срочно нужно 20 ног, 40 рук и 35 ступней. Что случилось? Как циклон Лейла повалил на своем пути все деревья, так один человек пришел и повалил всех наших людей. Я пришлю адрес и количество необходимых запчастей. Саркар, ваш дом превратился в госпиталь. Слава богу, вас там не было. А то бы и для вас пришлось заказывать в Джайпуре запасные ноги. Вы правильно говорили, держаться в стороне от любовных дел. Теперь эта любовь нас уничтожила. Замолчи. Не прикасайся к нему. Я родилась в самой богатой семье этого штата. Ко мне сватались женихи из лучших домов. Знаешь, почему я выбрала тебя? Мне с детства нравились бандиты. 20 лет назад ты держал в руках всех студентов. Теперь в твоих руках целый штат. Я говорила тебе женить моего сына на этой девчонке. Ты не смог этого сделать. Зато она заставила Бадри избить его до полусмерти, до того, как мой сын придет в сознание. Бадри должен умереть, а Алакананда валяться у него в ногах. Иди.
специально подготовлен для bwtorrents.ru. Стой там. Ты поклялся Бадринатхом и нарушил свою клятву. Оставь это священное место навсегда. Кто он такой, чтобы останавливать тебя? Он не просто мой учитель, он мой бог. Ты должна взглянуть на священный огонь, чтобы твое желание исполнилось. Иди. Иди. Антар? Я. Алакананда? Это я. Нандини? Чтобы соединить Бадри со мной, ты вновь отделил его от Бхишмы Нараяна. Спасибо. Бадри! Теперь ты счастлива? Да, но не совсем. Немного разочарована. Это пройдет, когда ты выйдешь замуж за своего избранника. Бедный Бадри. Ты знаешь, кто мой избранник? Убейте его и приведите Алакананду. Стойте! Бадри! Бадри! Я поклялся привести ее сюда, чтобы взглянуть на священный огонь. Я это сделал. А вы убиваете людей, думая, что я люблю ее. Я не люблю ни ее, ни какую-либо другую девушку в этом мире. Моя жизнь принадлежит моему учителю. Если вы прикажете мне уйти, я оставлю этот мир. Но не это священное место, учитель. Как было бы хорошо, если бы ученик тоже имел право прощать. Учитель. Этот мир держится на вере. Я потерял веру. Ты вернул ее мне. Иди. Взгляни на огонь. Бхишма Нараян! Останови его! Скажи ему, чтобы не рассказывал нам сказки про исполнение желаний. Бадри, это за тебя я хотела выйти замуж. Это тебя я люблю. Тебя. Что ты болтаешь? Я убью тебя. Убью сейчас. 1 минуту.
Еще минуту, а потом можете делать со мной, что хотите. Слышишь, Бадри? Все эти люди, как и я, поверили твоим словам, что бог Вишну в Бадринатхе может исполнить любое желание. И со всего света съехали сюда, в это место. Но здесь нет бога. И не только в Бадринатхе, но и вообще в этом мире. Не верьте этому, и я больше в это никогда не поверю. Бадри, я люблю тебя, Бадри. Я люблю тебя. Я умру без тебя, Бадри. Умру, не оставляй меня. Умоляю. Бадри, я люблю тебя. Не оставляй меня. Умоляю, не оставляй. Не оставляй. Бадри, пожалуйста. Стой, Бадри. Любовь к тебе этой девушки сильнее, чем твоя верность Богу. Бадри! Моим преемником может стать любой ученик. Но занять твое место в ее сердце никто не сможет. Бадри! Бадри, ты должен доказать ей и всем, кто находится здесь, силу и могущество бога Вишну. Иди, забери ее. Саркар! Нет, не убивай меня. Не убивай меня, умоляю. Отпусти меня. Отпусти, прошу. Не надо. Я убиваю только для того, чтобы защитить законы Бога. Больше не подходите к Алакананде. Алакананда, Что еще придумает этот старик? ты забрала у меня мою жизнь. Теперь ты должна родить еще более храброго и сильного воина и отдать его мне. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Red Media».
కన్ను మూస్తే బద్రీనాథ్ కన్ను తెరిస్తే బద్రీనాథ్ కత్తి దూస్తే బద్రీనాథ్ అంతు చూస్తే బద్రీనాథ్ మదిలో మెర 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 మెరమంటూ మెరిసే మెరిపే బద్రీనాథ్ హే నాథ్ నాథ్ హే నాథ్ 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 నీతో బద్రీనాథ్ నాథ్ 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 నీలో బద్రీనాథ్ నాథ్ 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 నీతో బద్రీనాథ్ హే నాథ్ 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 పల్ పల్ తెరియా నీ చూపులన్నీ నిప్పులుగా పోగిస్తా ఆ వరకులోనే ఎప్పటికీ కనిపిస్తా నీ బయట కొంగే నిచ్చనగా పైకొస్తా నీ నుదుట చారే ముచ్చమటై దిగి వస్తా మిత్రుడివైనా నువ్వే నా ప్రియ శత్రువైనా నువ్వే ప్రేమికుడైనా నువ్వే సూకుల శ్రామికుడైనా నువ్వే నువ్వే నాద్ నాద్ నన నాద్ 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 నాలో బద్రీనాథ్ నాద్ 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 నాతో బద్రీనాథ్ నాథ్ 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 నీతో బద్రీనాథ్ హే నాథ్ 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 పల్ పల్ తెరియా నీ ముద్దులన్నీ అప్పులుగా ఇమ్మంట మురిపాలు కలిపి వడ్డీతో చెల్లిస్తా